В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Пшара. Здравствуйте. В ночь с 3 на 4 августа на Сухум и его окрестности обрушилась стихия. В течение 1,5 часов выпало 45 миллиметров осадков. По информации начальника гидрометеослужбы Абхазии Ливарда Барцец, бедствие вызвано сильным прогреванием суши при значительной влажности воздуха. Между тем, стихия нанесла городской инфраструктуре большой урон. Размыты дороги, местами вырван асфальт, сорваны крыши, затоплены первые этажи домов на центральных улицах города. В северной части Сухума, в селе Эшера. Ущерб подсчитывается. Осадки были зафиксированы в Западной и Восточной Абхазии, но незначительные. Смотрите репортажи наших корреспондентов, которые в среду с утра работали в разных частях города. Так живет вообще. Вот такая вот ситуация практически на всех улицах города. Затопленные дома, огромные пробки, местами даже плавает мебель и бытовая техника. Ситуация крайне тяжелая. Вся бытовая техника потоплена, вся мебель потоплена. Ну, впрочем, как и видите, вот все затоплено. Это повторяется каждый год, из года в год. У меня вопрос, неужели ничего нельзя сделать такого, чтобы город вот в таком состоянии не был, чтобы его не топило вот так вот? В основном от наводнения пострадали улицы Сахарова, Двор, Лакоба, Когония. Уровень воды во дворах и по всем улицам не опускался до обеда. На этих кадрах отчетливо видно, какой урон нанесла вода горожанам. Практически вся бытовая техника в домах пришла в негодность, а какую-то часть мебели и даже документы вовсе унесло течением. Впервые я такое вижу, чтобы в доме вода стояла в 20 сантиметров. Но это, конечно же, вообще шок был, откровенно говоря. На первом этаже со всех сторон, из заднего двора дома, из переднего потекла вода. Ну, все быстро выключили электричество, конечно же, до этого. Мебель вся уплыла у нас. Вот, холодильник, кухня, все это рухнуло, грохот был. Потом уже холодильник мы туда перетащили, точнее, он переплыл у нас, мы так помогли. Час или два всего шел дождь, сильный, правда, но так все залило, все, стоки не работают, ничего не работает, ни канализация, ничего. И это каждый год так. В доме расскажите, какая обстановка? А в доме посмотрите, вот посмотрите, все илом залило, все залило. Недавно сделала ремонт, сейчас и мебель, и все это испортилось. Холодильник еле удержали, тоже чуть не свалился, плавал. Жители этих улиц открывали люки, чтобы вода уходила, но это не помогло спустить уровень воды. Образовавшееся течение нанесло мусор на пляжную зону. Пострадали не только частные дома, вода затопила рестораны и все магазины на центральных улицах. Это один из домов по улице Двор. Вода внутри помещения здесь стоит практически с ночи. Правда, сейчас она осела почти на 50%. И здесь испорчено практически все. Ущерб, нанесенный Национальной библиотеке имени Папаскир. Здесь протекла крыша, и по этой причине часть книг была уничтожена. К сожалению, здесь вы видите, несколько ящиков книг, они намочились. Сейчас мы меняем, вытаскиваем с мокрого места книги, перелаживаем и сушим книги. Благо, вода не дошла до квартир многоэтажных домов. Здесь она поднялась только на несколько ступенек. Тем не менее, вода по колено стояла во всех дворах, и жители долгое время не могли покинуть свои квартиры. Сарья Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Спасать свою жизнь от внезапно появляющейся большой воды жители улицы Титова вынуждены только за это лето 4 раза. И каждый раз, говорят они, вода наносила серьезный ущерб, уничтожала все, до чего могла добраться. Семья Акаба не смыкала глаз всю ночь. Вода залила сначала первый этаж, а потом пробралась и на второй. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии не стал дожидаться помощи. Вдвоем с супругой, закатив рукава, они начали очищать двор и дом от ила, пока он не высох. Я уже здесь 16 лет живу, такое я не видел. Были наводнения, терпимые какие-то были, да, ущербы были, все,
Вот в этом году 4 раза уже. 4 раза. Все своими силами. Это проспект Аяйра. Вода уничтожила недавний ремонт и заставила многодетную мать покинуть дом. Самому младшему ребенку всего несколько месяцев. А в этот дом хозяева не могут попасть с ночи. Все попытки вычерпать воду не дали результатов. Ее уровень повышался с каждой минутой. Вскоре вода заполнила весь двор. Еще вчера к этому дому можно было подъехать на обычном транспорте. Теперь здесь огромные ямы. Вода подняла асфальт, а заодно и автомобиль, который позже хозяевам пришлось снимать с железных перекрытий. Уровень воды поднялся выше 2 метров. Поток снес забор и затопил первый этаж. И за 15 лет, такое именно как сегодня, это первый раз такое сильное. Ну а так каждый, любой ливневый дождь, всегда вот эта ливневка заполняется водой. И сюда и мэр города здесь был, и Лабахова был, и Харазия был, и Антипкин, и Тёпина. Всех сюда приводили. Но без результата. На улице Эшба поток смыл дорожное покрытие. По словам жителей, вода из водохранилища, которое расположено сразу за этим лесом, вытекает часто, а во время дождя и вовсе превращается в бурный поток. Люди просят городские власти помочь техникой. Грейдер, трактор и многое другое необходимо, чтобы очистить дорогу от наносов. Жители улицы Бегой не раз обращались к городским властям с просьбой очистить русло реки от наносов. Их мольбы не были услышаны, и вода из реки вновь пришла в дома. Вот заливает с этой гнилушки, как хороший ливень, у нас постоянно заливает. Но в этот раз очень сильно залило. Я помню, еще в 95-м, наверное, вот так было. Но в этот раз очень сильнее пошла вода. Это, видимо, вот не чистится же, все заросло. Мы, когда имели возможность, нанимали, чистили. Ну нету, вот людей нет у нас. Что у нас соседи? Раз-два и обчелся. А это очень дорого нам обходится, это гнилушку эту чистить. Так что я не знаю, что мы будем делать дальше. Оба автомобиля, вся мебель, да и сама кухня были погружены в воду. Поток был настолько сильный и быстрый, что спасти хоть что-то из домашнего скарба людям не удалось. Вроде чуть-чуть была вода, а потом резко все прям до окна залило. Я уже боялась, что через окно вода пойдет. Внутрь кухню зашла вот так вот по грудь прямо. Все затопило, и даже в холодильнике продукты все затопило. Нечего кушать сейчас. В новом районе многоэтажка лишилась крыши. Потоки ветра сорвали ее среди ночи и скинули во двор, аккуратно припаркованные автомобили. Семья Гогия чудом избежала трагедии. Вода в дом хлынула мгновенно, и они не знали, за что браться в первую очередь. Позже до них дошло. Спасать нужно детей. Это так быстро происходит, в течение 5 минут это так быстро поднимается. Вот стоишь, уже вода заходит со всех дырок. Вот, и начинает топить. Вот уровень уже поднялся вот до такого, да. У меня дети здесь остались, я их еле вывела. Вчера вообще даже не знала, как вот уже... Аж это, еле вывела. Не знаю, уже плавали, ходили. Хотя это наводнение далеко не самое мощное в истории абхазской столицы, его уже назвали серьезным климатическим феноменом. Сильный ливень обрушился на Сухум ночью, из-за чего вышли из берегов несколько рек. За пару часов в столице выпала примерно половина месячной нормы осадков. Нисфа Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Проливной дождь вызвал наводнение в столице республики. Затоплены центральные улицы города. В некоторых районах Сухума подтоплены первые этажи жилых домов.
Прервана работа общественного транспорта. С утра не смогли выйти на свои обычные маршруты городские автобусы и троллейбусы. Возникли перебои в электроснабжении. В ряде районов города прервано водоснабжение. В некоторых местах, особенно в новом районе столицы, движению автомобилей мешают поваленные ветром деревья. В районе вокзала дороги превратились в месиво из грязи и мусора. Некоторые участки асфальта буквально вырвало кусками. Улица Адыгейская скорее напоминает бурную реку. Вышедшая из берегов река Сухумка затопила первые этажи жилых домов и магазинов. В районе Вьема асфальт буквально вывернуло наизнанку. Эти кадры не нуждаются в комментариях. Коммунальные службы столицы оперативно предпринимают всевозможные меры для ликвидации стихийного бедствия. Руководство столицы просит всех горожан и гостей, владельцев автомашин, воздержаться от поездок по городу. Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня доложил президенту Раулю Хаджимбе о мерах, предпринимаемых МЧС по ликвидации последствий стихии. Всю ночь и весь день в среду сотрудники МЧС ликвидировали последствия ливня. Вначале были определены места с наибольшим ущербом, нанесенным стихией, и дополнительные силы переброшены именно туда. Рауль Хаджимбе поручил мобилизовать все имеющиеся силы и продолжить работы по преодолению последствий стихийного бедствия. Президент подчеркнул острую необходимость системного подхода по предотвращению последствий подобных стихий. В частности, проведение работ по очищению русел всех городских рек и ливневок. Президент также дал поручение госпредприятию «Абхазстрой» продолжить работы по очистке и укреплению русла реки Дгамщ в Ачимчирском районе, не дожидаясь повторных ливней. В Сухумской городской администрации был создан штаб по ликвидации стихийного бедствия, который возглавляет исполняющий обязанности главы администрации Леон Кварчия. На текущий момент у нас восстановлено энергоснабжение в районе Турбазы, Синопа, в центральной части города. В ближайшее время будет восстановлено энергоснабжение в новом районе, на старом поселке. И до конца сегодняшнего дня мы постараемся восстановить энергоснабжение в районе микрорайона Маяк. Там значительная, существенная авария, потому что были разрушены опоры электропередач, поэтому большой объем работ, но мы надеемся сегодня до конца дня, в принципе, восстановить энергоснабжение по всему городу. Транспортное сообщение у нас на текущий момент восстановлено, за исключением троллейбусного сообщения. По троллейбусам у нас проблема в том, что оборудование на подстанциях оно было подмочено, соответственно, по требованиям техники безопасности мы его вводить в эксплуатацию на текущий момент не можем. Как только по соображениям безопасности будет возможность ввести в эксплуатацию оборудование троллейбусной контактно-кабельной сети, значит, троллейбусное сообщение также будет восстановлено. Водоснабжение у нас уже восстановлено. В настоящий момент проводятся уборочные работы в городе, но, естественно, сегодня уже мы не успеем привести город в порядок, поэтому было принято решение на завтра объявить общегородской субботник. По этому поводу издано соответствующее распоряжение. Пользуясь случаем, обращаюсь к населению, предприятиям и организациям города Сухум поддержать администрацию, выйти на общегородской субботник для того, чтобы совместными усилиями в кратчайший срок привести город в порядок. Санитарно-эпидемиологические службы города призывают жителей Сухума в эти дни пить только кипяченую воду, чтобы исключить распространение инфекции. Этой ночью прошел очень сильный ливень. Из берегов вышли многие реки, в том числе и реки, на которых у нас находятся водозаборы в места Килосу. Мы используем подрусловую воду для водоснабжения города. Но могла попасть ливнестоки, могли попасть и в скважины в том числе. Это первое. Второе.
отключение воды было почти, у некоторых может быть даже и сутки, потому что в некоторых районах до сих пор не восстановлено водоснабжение, хотя его делают. Когда вода отключается, в трубе создается отрицательное давление, там, где трубы не целые, там, где есть какие-то дырки, происходит подсос воды внутрь трубы. Соответственно, эта вода загрязненная, поэтому может в течение суток вода идти немножко грязная. Хлорируется вода. Увеличение хлора не можем делать, потому что это тоже нехорошо для человека. Поэтому просим во избежание, для предотвращения заболевания кишечными инфекциями, пожалуйста, в течение 2-3 суток употреблять для питья только кипяченую воду. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял чемпионку Европы по теннису Амину Аншба и серебряного призера чемпионата Европы по вольной борьбе Инала Джопуа. Президент поздравил спортсменов с их достижениями в большом спорте и пожелал дальнейших успехов. Я вас рад видеть здесь и знаю о ваших успехах и надеюсь, что впереди у вас еще будут значительные успехи, которые будут радовать и нас, ваших близких и родных, ну и, конечно, вас самих. И особенно радует тогда, когда наши спортсмены, наши ребята, наши выходцы из Абхазии достигают таких высот. Амина Аншба поблагодарила президента за оказанную поддержку и помощь. Айнал Джопу отметил, что не остановится на достигнутом и будет стараться добиваться лучших результатов. Рауль Хаджимба отметил, что государство и дальше всячески будет способствовать развитию спорта и создавать возможности для роста спортсменов. В пятницу на нашем канале премьера. Документальный фильм «Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Послесловие к референдуму». Автор и ведущая Сулета Кусова-Чухо. Это попытка анализа ситуации в Абхазии, сложившейся после референдума 10 июля. Фильм выйдет на абхазском телевидении в пятницу в вечернем эфире сразу после новостей. В этом году в рамках инвестпрограммы будет освоено свыше 2 миллиардов рублей. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации президента Абхазии Адгур Лушба после рабочей встречи с российской делегацией во главе с заместителем начальника управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Абхазии и Южной Осетии Денисом Травиным. В ходе совещания с российской стороной обсуждались изменения в инвестиционной программе на этот год. 16 августа текущего года предстоит очередное заседание межправкомиссии по реализации инвестиционной программы по социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы. И в связи с подготовкой заседания межправкомиссии к нам прибыла делегация из Российской Федерации, которая приехала для того, чтобы выработать предложение для рассмотрения на очередном заседании межправкомиссии. Суть заключается в том, что инвестпрограмма действует уже 1,5 года. В ходе ее реализации возникают определенные моменты, которые требуют соответствующей корректировки. И приезд делегации связан именно с тем, чтобы выработать механизм и предложения для того, чтобы они были рассмотрены и утверждены на межправкомиссии. В этом году мы предполагаем, что уровень освоения средств по инвестпрограмме выйдет примерно на 2 миллиарда 486 миллионов из 4,7 миллиардов, которые были предусмотрены на текущий год. Общие геополитические интересы, Абхазия в современном мире, национальные интересы и политика в сфере безопасности, перспективы международного признания в свете абхазо-российского сотрудничества. Участники круглого стола «Россия-Абхазия. Приоритеты скоординированной политики в Черноморско-Кавказском регионе», прошедшего в Сухуми, обсудили много тем абхазо-российского сотрудничества. В работе круглого стола приняли участие депутаты парламента, представители министерств и ведомств, руководители различных предприятий. Организаторами круглого стола выступили Агентство Черноморско-Кавказского развития и общественная организация Международный фонд АПСНА. Здесь ключевые такие акценты, которые мы решили сделать, это необходимость координации и выход на некий такой региональный контекст. Потому что сейчас мы видим в последнее время в основном наши
обсуждения, иногда дискуссии касались вопросов такого очень локального характера, строго локального характера. Мы предлагаем сегодня посмотреть на стратегические приоритеты в более широком международном контексте, в более широком региональном контексте, хотя, конечно, не исключаем и вопросы локального характера, которые вот вписываются в этот контекст. В среду вечером в Сухуми открылся юбилейный 15-й музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». Впервые в Абхазии в рамках фестиваля состоялся показ оперного спектакля «Медея» Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко. На набережной Диаскуров на территории историко-культурного заповедника «Сухумская крепость» для зрителей был построен амфитеатр. Из Москвы приехала вся труппа театра, в которой служит народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава. Это солисты, музыканты оркестра, хор. А с собой они привезли оригинальные декорации спектакля. Зрителям предстала Медея во всей красе. Многие мечтали достать билет на грандиозное событие лета 2016 года. Увидеть оперный спектакль, впервые представляемый в Абхазии в полном объеме, стремились все. Но счастливчиками стали только 1000 зрителей. Мы все ожидаем прекрасных эмоций и впечатлений. Наша прекрасная Хибла Гирзмава, она всегда прекрасна. Поэтому только самые лучшие ожидания. С хорошим настроением. Праздника, конечно. Праздника. Будем смотреть и радоваться. Перед началом спектакля состоялось торжественное открытие юбилейного 15-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Собравшиеся минутой молчания почтили память о Фазиле Искандере. Исполняющая обязанности министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали отметила, что музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает», ставший для послевоенной Абхазии настоящим прорывом, остается главным культурным событием и 15 лет спустя. Фестиваль все эти годы выполняет много разных миссий и задач. И одна из самых его важных миссий – это благотворительная. Все эти годы средства, собранные от продажи билетов фестиваля, направляются в музыкальные детские школы и на поддержку молодых талантов. Эльвира Арсали заметила, что благодаря усилиям очень многих людей абхазскому зрителю представилась уникальная возможность увидеть оперный спектакль «Медея» в Сухуме. Художественный руководитель и главный режиссер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Титель отметил, что благодаря инициативе народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава в республику приехали все актеры театра, задействованные в спектакле «Медея». Талант, есть талант, он всегда осуществит намеченное, он всегда воплотит то, что ему, видимо, поручено Господом Богом. А когда я брал Медею, разумеется, я думал о том, что Хибла родом из тех же мест, откуда родом и сама знаменитая царица Медея, царевна Медея. И я не сомневался в том, что эта земля, эта вода, эта роза ветров, эти горы, эти характеры обязательно в ней воплотятся, и она создаст этот образ ярким, запоминающимся, правдивым и очень в каком-то смысле национальным. Со словами «Добро пожаловать на фестиваль, мой народ» обратилась к собравшимся певица с мировым именем Хибла Гирзмава. Поблагодарив правительство Абхазии, меценатов за помощь в организации фестиваля, оперная дива отметила, что партия Медеи очень важна для нее. Я сегодня буду служить Медею. И если бы я знала, что в свои 46 лет я приеду сюда, на историческую родину девушки Медеи, что я буду петь в этом потрясающем месте, и что мне все помогут для того, чтобы это случилось, я очень благодарна всем. Хибла Гирзмава сообщила, что все собранные деньги от продажи билетов на спектакль «Медея» будут перечислены на счет Сухумского музыкального училища, где она училась. А средства от джазового концерта оперная дива дарит Ачимчирскому лицею-интернату. С именем Хибла связано так много прекрасного в жизни нашего музыкального училища, нашей республики. А сейчас этот праздник нам дает просто счастье, великое счастье. Великолепное, растет ее великолепное вокальное и сценическое мастерство. Она не останавливается в своем развитии. Она большой души человек. Вы знаете, я сейчас вам скажу,
как-то она мне звонит: дорогой Каролин Мартынович, поздравляю вас с днем рождения. И теплые слова. Я говорю: Хибла, ты где сейчас, откуда? Я сейчас в Нью-Йорке, у меня гастроли в Метрополитен-опера. Затем народная артистка Абхазии России Златоокая Хибла преподнесла поистине королевский подарок, который станет всеобщим достоянием, и частичка которого будет принадлежать без преувеличения каждому жителю страны. Свою золотую маску, престижную театральную премию, присужденную ей за исполнение роли Медеи, оперная дива подарила Абхазии. Опера «Медея» принадлежит к числу шедевров французского оперного искусства рубежа XVIII-XIX веков. Ее автор Луиджи Керубини взял за основу древнегреческий миф. К исполнительнице заглавной роли предъявляются особые требования. Партия «Медеи» считается очень сложной в исполнении. До Хиблы Гирзмава ее исполняла только Мария Каллас. Прогулочный катер, курсировавший на фоне спектакля, как напоминание об аргонавтах, приплывших в Колхиду за золотым руном. Когда Ясон, приводитель аргонавтов, муж волшебницы царевны Медеи, решил оставить ее и жениться на дочери царя Крионта Главки, отверженная жена задумала отомстить. Старинное украшение, преподнесенное в качестве свадебного подарка невесте Ясона, оказалось отравленным. А чтобы сделать больнее мужу, Медея после мучительных терзаний убивает своих сыновей. Драматическая актриса Хибла Гирзмава своей игрой и голосом передавала весь спектр чувств и терзаний, обуреваемых отверженной женщиной. Первое действие величайшей оперной трагедии прошло на набережной Диоскуров, на территории историко-культурного заповедника Сухумская крепость. Затем, из-за начавшегося во время антракта ливня, второе и третье действия артисты доиграли в помещении Абхазского драмтеатра. Эмоции зашкаливали. Зрители со слезами радости на глазах аплодировали своей любимице. Каждого, кто находился в зале, переполняло чувство гордости. Чувство гордости за страну, за Хиблу, за себя. За Абхазию, которая подарила миру Хиблу Гирзмава. За Златоокую Хиблу, которая стала достойнейшей дочерью страны души. И чувство гордости за то, что посчастливилось жить с ней в одно время и слушать ее чарующий голос. Сегодняшним своим выступлением Хибла Гирзмава подтвердила, что она поистине народная артистка. Несмотря на непогоду, на разбушевавшийся ураган и ливень, чуть не сорвавший спектакль, великолепная, мудрая, сильная Хибла Гирзмава доиграла свою роль до конца, прозвучав истинной царицей. Царицей глаз, души и сердец. Амра Амичба Саидайба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 30-32 градуса. Температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.